Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hamvatanli aziz. محمد تقایف بسیاری باور نمیکردن که وای نمیخواهد یعنی فرزندای ما کار کنن پول روان کنن تاجیکستان. الان مرحمت گفتی آقای سید یونسی استرافشانی که روزک سیاه تا آخر گوش کنین بیدار شیطان. ما هرگز و هرگز یگان گپی خطا و زیادی نگفتیم برای ملت ما. فقط خواستیم مردم ما با وطن برگردن. رفته در جنگ های بیگانه ها کشته نشوند. Многоточие, ваше мнение, ваши выводы пишите в комментариях под этим выпуском. Президент России Владимир Путин готовит новую усиленную волну мобилизации и новое наступление на севере Украины. В Генштабе Вооруженных сил Украины официально сообщили, что Украина возводит сплошную оборонительную линию от Киевского водохранилища до города Сумы, чтобы исключить новое наступление со стороны России и не дать противнику создать так называемую буферную зону. Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки сообщил, что несмотря на значительные потери, Кремль планирует наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности с помощью новой мобилизации. Украина имеет документы российского Генштаба, которые это подтверждают. В дополнение к этому в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины узнали о планах российской армии мобилизовать в течение года еще несколько десятков тысяч иностранцев и мигрантов. Меня зовут Алексей Пичи, давайте вместе обсудим эту тему, но прежде чем мы начнем, попрошу вас, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк выпуску и напишите любой ваш комментарий под этим видео. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал Пичи Ньюс, ссылочка на него в описании к этому видео. Итак, начну этот выпуск с неочевидной новости на эту тему. Во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III президент США Дональд Трамп сделал тревожное заявление о планах российского диктатора Владимира Путина. Об этом изданию «Нью-Йорк Пост» сообщила специалист по чтению по губам Никола Хиклинг. Она заявила журналистам, что ей удалось расшифровать разговор Трампа с королем Великобритании, и Трамп якобы заявил британскому королю следующее, цитата: «Сейчас я разговариваю с Путиным, он хочет войны. У меня такое чувство, что если он сделает то, что сказал, то он уничтожит население». В ответ на это Чарльз III предложил обсудить это немножко позже. Затем разговор переключился на проект Трампа по строительству бального зала в Белом доме стоимостью $400 миллионов. Но вот заявление о Путине многих, конечно, встревожило. А потому здесь стоит перейти к новостям, как говорится, с мест событий. Украина возводит сплошную оборонительную линию от Киевского водохранилища до города Сумы, чтобы исключить новое наступление со стороны Российской Федерации и не дать неумытому противнику создать так называемую буферную зону. Начальник инженерных войск командования сил поддержки вооруженных сил Украины, бригадный генерал Василий Сиротенко, рассказал, что сегодня выполняется значительный объем работ по наращиванию и строительству эшелонированной обороны, начиная от Сум, заканчивая Киевским водохранилищем. Он отметил, что специалисты делают все возможное, чтобы фортификации были возведены в кратчайшие сроки. Дальше его цитата. Для того, чтобы сделать так, чтобы не было неожиданностей и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству. Тем более создавать так называемую буферную зону, влиять на нашу территорию и оттеснять нас от государственной границы. Генерал Сиротенко рассказал, что сейчас речь идет о возведении фортификаций не только в прифронтовой 20-километровой зоне, но и на расстоянии до 100 километров. Это глубина от линии боевого соприкосновения или государственной границы, на которой не только находятся основные логистические пути и маршруты движения колонн военных, но и осуществляются государственные логистические операции. Дальше еще одна его цитата.
Я думаю, что скоро, через очень короткий промежуток времени, будем говорить о таких подземных тоннелях, которые у нас используются войсками для обеспечения логистических выходов на позиции, эвакуации раненых и прочее. Ну и здесь напомню, что по словам российского диктатора, российская армия пытается создать буферную зону вдоль границы в Сумской области, обнаружив слабые места в обороне и возможности захватывать приграничные села. Сейчас россияне сосредоточили усилия в районах населенного пункта Гробовская и Миропольская. Об этом рассказывают в проекте Deep State. Ну а президент Украины Владимир Зеленский отметил, что цель врага — создать буферную зону, в том числе вдоль границы с Белоруссией. Поэтому вооруженные силы Украины и готовят вот эти фортификации от Киева до Сум. Но появляются и другие тревожные сигналы. Несмотря на значительные потери, Кремль планирует наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности с помощью мобилизации. Украина имеет документы российского Генштаба, которые это подтверждают. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителем Главного управления разведки Олегом Иващенко. По его словам, в документах Генштаб РФ признает неспособность выполнить задачу своего политического руководства и говорит о том, что ему нужно больше пушечного мяса. Дальше цитата. Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже около 60% от общих потерь. Соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли. Ну, это вот те санкции, которые сейчас летят по Туапсе в Краснодарском крае, из-за чего там уже экологическая катастрофа. Ну и также Зеленский добавил, что проинформирует партнеров о проработке в Москве планов по операциям против стран НАТО, а также попыток втягивания Беларуси в выполнение российских преступных задач. В дополнение к этому в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины узнали о планах российской армии мобилизовать в течение 2026 года до 20 тысяч иностранцев и мигрантов. В частности, мобилизационное управление российского Генштаба и служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев установили численность иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет во всех федеральных округах. Вопрос «зачем?» по-моему, очевиден. Военкоматы в Российской Федерации в итоге получили план на вербовку иностранцев от 0,5 до 3,5% на контракт через 97 пунктов отбора. Главный мобилизационный ресурс военное ведомство РФ видят в выходцах из Узбекистана, Таджикистана, государств Центральной Азии, в частности Кыргызстана. Также ведется агитация среди граждан Бангладеша, Судана, Чада, стран Африки и Азии. В управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что в качестве главной мотивации иностранцам предлагают щедрое денежное обеспечение, льготы и предоставление российского гражданства. Если эти преференции не действуют на потенциальную жертву мобилизации, в ход идут запугивание, давление и принуждение. Ну, все по классике. Иностранным гражданам в России угрожают отменой действия туристической или студенческой визы, а также отказывают в продлении визы или легализации пребывания. И говорят о том, что есть альтернатива. Хочешь оставаться в России, иди сдохни за Россию. Вот и все. Так что Путин, к сожалению, готов воевать и дальше. И россиян ему совсем не жаль. Здесь поставлю многоточие. Ваше мнение, ваши выводы пишите в комментариях.